Ужасная статистика. Я тебе могу сказать, короче, статистика по порнографии в американских церквях 70%. В период локдауна в Индии на 95% вырос. Короче, чуть ли не, то ли 1/3, то ли 2/3 всего трафика это порнография в интернете. 35%. Я сегодня офигела. 35. 35%. Я такая, что? Да, значит, 1/3. Да, потому что я тоже, когда читал, думаю, Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали? Друзья, сегодня мы будем с вами говорить об очень серьезных темах. Мы будем говорить о сексуальной похоти и нечистоте. Сегодня с нами верный друг Денис Швидков. соратник, верный друг и соратник. Это, наверное, бич нашего века, какая-то сексуальная нечистота. И как раз-таки сегодня статистику смотрела о том, что дети, например, они вовлечены там, с 11-13 лет, начинают они смотреть порнографию, как-то соприкасаться с этим. Как уберечь молодое наше поколение от вот этого безумного просто влияния интернета, общества, и сделать так, чтобы дети наши остались в чистоте? Вывести на остров, наверное, всех, где нет интернета, и сможем тогда уберечь. Конечно, надо обучать детей с раннего возраста, с момента, когда они соприкасаются с этим. Это все начинается со школы, это начинается с улицы, это начинается там. Старшие какие-то друзья, товарищи, которые прошаренные, они уже все знают, они уже там все видели, они уже все явки, пароли, уже все им открыто. И, конечно, они такую добрую услугу предоставляют, бесплатную совершенно, медвежью услугу, и детей втягивают в это. Те, которые старше, начинают втягивать тех, которые младше. Вот, поэтому, конечно, это родительская ответственность, что дети смотрят, родительская ответственность, что у них там в гаджетах происходит, кто их друзья, о чем они говорят, какие у них интересы. Этого так много на самом деле, если вот быть честным, этого очень много. И ты не знаешь, откуда на самом деле удар по детям может произойти. Потому что кто-то отвозит к родственникам, а там у родственников как раз таки это засада, там какие-то старшие подростки в это втягивают. Кто-то вроде бы в какую-то хорошую школу отдает, может быть, какую-то там серьезную сумму денег даже платит за эти школы, а там непонятные друзья появляются. Просто, конечно, важно, вот как Писание говорит, детей воспитывать в учении Господнем. И мало того, что воспитывать, собственный жизненный пример показывать. И они должны все равно жить как-то в атмосфере света, чистоты, в атмосфере праведности. Для них это должно быть нормальное состояние сердца, когда они находятся в чистоте и когда их обучают этой чистоте. Тогда, выходя в этот мир, выходя, сталкиваясь с людьми из этого мира, они будут на фоне того, как они были воспитаны, на фоне того, что они видели в своей семье, для них это будет чем-то отталкивающим, чем-то неприемлемым, и они для себя будут решать, что нет, я не хочу к этому прикасаться, это грязь, в которой я не хочу быть. Но это большая, на самом деле, сегодня опасность, и это большой вызов, который сегодня стоит перед каждой семьей, это большой вызов, который стоит перед каждым родителем. И, конечно же, если сами родители, они не победили эти похоти, если там и отец или мать в какой-то нечистоте живут, смотрят или питаются этим, они... У некоторых там из телевизоров какие-то пошлые шутки звучат. Кто-то просто откровенно смотрит какую-то, просто мерзость там, в своих телефонах, в своих гаджетах. Конечно, дети это как губка впитывают. Поэтому важно, чтобы родители воспитывали в учении Господнем своих детей. Но это все пример. Это все равно все упрется в пример родителей. Это война, это битва за следующее поколение. Это война. Причем потом это война каждого подростка, это война каждого молодого человека, молодой девушки. Кто-то уже попал, может быть, одной ногой в это, потом трудно так выбраться из этого, потому что это очень липкий грех. Когда он к себе прицепит, и те, которые начинают смотреть порнографию, им очень сложно от этого сразу оторваться. И очень сложно эту похоть сексуальную обрезать. Тем более, когда, например, там подросток, у него гормоны, там у него в голову это все лупит, и уже там доказано, что это и эндорфиновая зависимость, и все вот это вот в кучу. И они питаются этим, они живут этим. Так важно его переключить и
чтобы подросток, например, сегодня приходящий ко Христу, как ему победить вот эту вот внутреннюю нечистоту только тем, что он переключается на что-то святое, на что-то светлое. У него появляются совсем другие идеи, у него появляются совсем другие взгляды на жизнь, он начинает по-другому видеть жизнь, по-другому видеть свое будущее со Христом. Только тогда он начинает понимать, что вот эта вся нечистота, вся эта грязь, это вообще не мое, я не хочу в этом жить. Так что это большая сегодня работа каждой семьи, родителей, церкви. Это вообще гигантский вызов, в котором мы сегодня находимся. И вообще, когда мы говорим про сексуальную нечистоту, мы понимаем, что вот в Эдемском саду Бог, да, когда Он создал семью, вместе с семьей Он сразу же божественные границы принес. И вот все, что за этими границами, это всегда великая опасность. Это всегда опасность для самого человека, который играет с этим грехом. Когда они делают какой-то грех, они же играют с ним, они думают, что я просто буду вот какое-то наслаждение типа от греха иметь. Но есть обратная сторона любого греха, а сексуальный грех — это самая темная сторона у него обратная. Потому что уровень стыда, уровень ненависти к самому себе, уровень вот этой вот чувства неполноценности от этого греха, наверное, это самое гигантское, вообще космическое. Люди потом всю свою жизнь борются, или они живут в этом чувстве омерзения от того, что, может быть, они во что-то были вовлечены. Плюс физические болезни все различные, бесплодие, разного рода проблемы, связанные вот с репродуктивными органами человека, там половая система, это все разрушается. Потом у людей проблемы на ментальном уровне происходят. Да-да-да, то есть это просто как будто какие-то куски мозга перестают нормально работать. Вот все, что связано с сексуальным грехом, и все, что является нарушением вот в этой сфере, это всегда такая очень опасная дорожка и опасный путь. С этим не надо играть. Как знаешь, некоторые люди говорят, ну вот я типа там грешу, я там живу там с одной женщиной, потом с другой, у меня есть какие-то отношения, там, здесь, тут, я смотрю там порнографию, и что мне за это будет? Это человек, который, вот его можно сравнить с человеком, который, например, едет по дороге. Можно ехать по дороге, а можно вот за вот белую линию выехать. Можно же? Можно выехать. И можно там ехать по обочине. Но это до поры до времени. Потом у тебя разобьются колеса, подвеска, ты можешь перевернуться в кювет. И все это печально закончится, трагично закончится. Вот когда люди, они не понимают, что Бог в сексуальной сфере определенные границы выставил. И, например, секс, он не до брака, он только в браке и только для между женой и мужем. Секс — это не отношения с животными, секс — это не отношения с тебе подобными, да, то есть там то, что мы называем гомосексуализм, гомо, это не гомо. Секс — это не когда человек сам себя там удовлетворяет, простите, конечно, за такие вещи. Секс — это не когда он там живет какими-то в каком-то фантазийном мире, и он представляет каких-то женщин или там мужчин в своей голове, и он живет с ними. Это все безбожное отношение к сексу, это все как раз-таки уже за границей. И это как раз-таки вот та самая обочина, по которой человек катится. И первое время он нормально, а некоторые обочины вообще классные, и есть даже такая тема обочечник, да, то есть он по обочине там всех обгоняет, у него прет, да, мчит, но это до поры до времени. Рано или поздно он на этой обочине, он слетит в кювет, он перевернется, его жизнь пойдет просто наперекосяк. И у многих реально жизнь закончилась, или, например, люди сегодня живут, они не понимают, что это сегодня проблемы, которые у них есть, это последствия того, что они нарушали определенные границы, они переходили за эти границы, и они мчались по этим обочинам. Сегодня они разрушены. Разрушены, причем во всех сферах. Начиная с физического, то есть здоровье там вообще непонятное, и вплоть до ментального какого-то вот этого внутреннего состояния. Как есть сейчас тема такая, это уже не говорят страх. Паническая атака. Да, паническая атака у меня. Паническая атака, она как раз-таки у людей, которые где-то двери свои открыли. Эти двери открываются. Кто-то, например, употребляет наркотики, он открывает демонические двери. Кто-то вовлекается в оккультизм, открывает демонические двери. А кто-то живет вот в этом
в этой нечистоте, в порнографии, в блуде, в разного рода мечтаниях, разного рода извращенных там идеях, мыслях. И люди даже не понимают, что это тоже открывает внутри тебя определенные двери для вот этих потом бесконечных панических атак. Мира нет. Мира нет. Такое небольшое вступление. На самом деле это такой пласт, гигантский пласт жизни человечества сегодняшнего. И сегодня мы понимаем, что мир катится. Мы понимаем, что пришествие скоро, потому что то, что происходит с сегодняшним миром, это то, что напоминает вот предпотопное время. Там написано, что когда Бог увидел, вот перед потопом, почему потоп произошел? Потому что Бог увидел, что сердца настолько развратились, люди начали с духовными существами вступать в сексуальные контакты. Вот этого просто уровня извращения у человека, мне кажется, нет предела. И когда человек переступает одну границу, когда он попробовал там по одной обочине прокатиться, поперло, все нормально прокатило, он дальше начинает все дальше и дальше уходить в эти дебри. И он, начиная заигрывать с этим грехом дьявола, он начинает втягивать вообще во все адские глубины. И потом ты слышишь эти истории, там, детская порнография, это все, да, это становится какой-то нормой, это в порядке вещей. Ты там открываешь новости, там, изнасиловали 4-летнего ребенка, вот такое случилось, вот такое. Причем это просто случайно ты попадаешь на вот в ленту новостей, читаешь, и случайно это как, знаешь, какая-то вставка. А если взять вот реально криминальную хронику, ты просто ошалеешь, у тебя волосы дыбом встанут от количества вот всеразличной нечистоты, которая сегодня как будто бы из ада вот потоки целые открылись. И мы понимаем, что это реально последнее время. Просто последнее время это стало настолько доступно, это стало настолько естественно, это стало, уже это вошло в определенные нормы поведения. Общество проглотило, что, например, отношения между мужчинами и мужчинами это нормально. Отношения такие, отношения сякие, там по несколько там сексуальных партнеров иметь, это нормально. Смотреть бесконечно порнографию, без порнографии у тебя там нет жизни сексуальной, это тоже нормально. То есть общество это уже все съело, это уже стало нормой для общества. И единственный, кто будет противостоять этому, и на кого Бог эту ответственность возложил, этой нечистоте противостоять, это Церковь Христова. Поэтому Бог дает нам сегодня оружие определенное, и Он хочет, чтобы, во-первых, Церковь была свободна от этого, а потом, когда люди приходят, Церковь была способна этим людям помогать освобождаться от этого. У нас был вопрос, может ли человек, который приходит из мира, может быть, в грехе там гомосексуализма, с какой-то, ну, с любой вот этой сексуальной нечистотой, может ли он стать частью Церкви Христовой. Если он хочет оставить свой прежний образ жизни, и он хочет жить со Христом, не на своих условиях, а именно на условиях Божьих и на условиях Христа. Добро пожаловать. Церковь поможет, сделает все для того, чтобы человек мог освободиться. Например, когда я была подростком или там в школе я училась, у нас не было такого понятия, как половое воспитание. В целом никто особо не хотел об этих вещах говорить. И в церкви, в принципе, это не очень популярная тема, особенно с подростками об этих вещах говорить. Как правильно с детьми, с подростками, с молодыми людьми об этих вещах говорить, потому что западное влияние. Ты сейчас смотришь, что там происходит, там просто какой-то хаос, и размывают там границы детям. Правильно служить детям, говорить с детьми об этих вещах, как выстраивать такую атмосферу, чтобы дети, они не попадали под влияние. Все же опять-таки начинается вот с этого стиха, где написано, чтобы отцы, они учили своих детей или воспитывали, или развивали своих детей в учении Господнем. И я лично, как это вижу, вот то, что мы делаем с детьми, мы читаем Писание каждую неделю, мы над этим Писанием размышляем. И периодически мы доходим до подобных мест Писания, мы об этом разговариваем. И мы говорим об этом вместе, мы говорим об этом, там, может быть, наедине с каждым из детей. Я понимаю, что это такая тема щепетильная очень. И не во всех церквях вообще хотят с этим связываться. Не во всех церквях хотят вообще это ворошить и об этом говорить. Только попробуй, да, там, например, сказать каким-то людям, у которых там гигантский багаж, и они пришли с этим багажом. Скажи им, там, тебе надо все это исповедовать, все это открыть. И у человека, ну, внутреннее восстание начинается. Ну, такое чисто плотское, да,
отношение к этому, зачем я это буду открывать, я не хочу и т.д. и т.п. Поэтому многие служители говорят, да ну лучше эту тему не трогать, лучше будем говорить о каких-то нейтральных вещах. И таким путем пошла практически вся западная церковь. То есть эти вопросы, они стали табуированные, их перестали трогать. Ну, я не знаю, трогали ли их до этого, но в последнее время эти вопросы не поднимают, например, о том, что гомосексуализм – это грех. Что, например, в Ветхом Завете однозначно гомосексуальных людей, их даже не пытались исправить, их побивали камнями. То есть это была как зараза, которую надо было искоренять под корень. Они это делали в Ветхом Завете. В каких-то культурах там говорить о скотоложестве, ну, это не принято, потому что как бы этого всего нет. Но, например, в какие-то культуры, они до сих пор вовлечены в это скотоложество. Где-то там в далеких местах, там, может быть, не городская среда, а там сельская среда, где очень много животных, люди пытаются там совокупляться, извиняюсь за выражение, со скотом. Это тоже было все под проклятием. То есть Бог говорит, если человек поступает таким образом, проклят он. Инцест, например, да, вот эти вот близкие отношения между родственниками. Ну, как родственники? Там чаще всего бывает тесть, невестка. Когда это на уровне там либо насилия откровенного происходит, либо это на уровне какого-то запугивания происходит. И это все люди делают втихаря, в тайне. Это все делается, когда человек пытается это все потом спрятать. Любые, например, измены, человек пытается это спрятать. Любая вовлеченность в порнографию, человек это пытается спрятать. И когда церковь начинает об этом говорить, не у всех радостное состояние. Не все начинают с флагами там подниматься и говорить: «Халлелуя, там, давай, пастор, качай, говори об этом, ты красавчик, да, причит пастор, мы хотим потом после твоей проповеди еще все грехи свои исповедовать». Люди, они обмануты дьяволом вот в этой сфере. Почему? Потому что дьявол сначала втянет нас туда. Дьявол сначала навяжет нам все это, мы попадем в этот капкан, потом приходим к свету, и мы боимся это на свет вынести, потому что дьявол нам говорит: как ты это сделаешь, ты такое ничтожество потом будешь. Ты просто представь себе, какой ты мерзавец в глазах людей, ну каким ты мерзавцем будешь в глазах людей выглядеть, поэтому лучше не стоит. Лучше эту тему просто забудь, закопай, лучше вот, ну Бог же всех простил, вот он тебя простил, все по умолчанию это произошло, не трогай эту тему. Но за этой темой ее надо трогать, потому что за этой темой стыд, страхи, за этой темой у нас вот это вот безвластие, у нас нет дерзновения и власти, потому что мы делали вещи постыдные, за которые нам до сих пор стыдно. И мы не можем поэтому с дерзновением делать какие-то вещи, которые Христос призывает нас делать. Проповедовать Евангелие, изгонять бесов, молиться за больных, там, говорить какие-то слова о той же самой святости. Как, например, если я там человек, который бросил свою жену ради молодой, да, как я потом буду кому-то говорить о том, что разводиться это грех, ребят, живите со своими женами, даже если они постарели, даже если они форму потеряли, даже если то и третье, и десятое. Я понимаю, что потом в церквях люди умалчивают какие-то темы, потому что эти темы даже проповедникам, они неудобны. Они против них самих. И возвращаясь к воспитанию детей, все происходит в семье. Все происходит в семье. Если муж просто ведет какую-то безобразную жизнь, безобразный образ жизни, если жена, она для себя позволяет, например, для нее это нормально, флиртовать там с чужими мужчинами, если, например, из телека течет вся эта нечистота, шутки все эти, любой стендап откроет, там все это на матах, на сексуальных каких-то приколах, на какой-то вот, ну, все, что ниже пояса, это вот все там у них, оно льется рекой. И у людей, у некоторых там целыми днями эти телеки включены. Понял. А что ты хочешь потом от своих детей? Что ты хочешь? Ты позволяешь этому быть. И потом не надо перекладывать ответственность на церковь. Вот, типа, мы ходили в какую-то церковь, и на детей не повлияли, дети у меня там в какой-то нечистоте оказались. Все начинается с семьи. Поэтому так важно, чтобы в семье между мужем и женой вот эта тема была решена раз и навсегда. Это люди, которые посвятили себя друг для друга, они не живут больше ни для кого, они ни на кого не смотрят. Да, вокруг нас огромное количество красивых людей, молодых, красотой веет, от них хорошо пахнет, они выглядят просто замечательно, но это чужие жены, это чужие мужья. У меня есть моя.
у тебя есть там твой, да, там муж или твоя жена. Как один брат говорит, это единственный человек, которого ты можешь видеть без одежды. Это единственный человек, о котором ты можешь мечтать, представлять. И это тот Божий удел, который Господь тебе дал в этой сфере, в сексуальной. И если ты уже когда-то переходил, заступал за эти границы, тебе надо просто искренне и глубоко раскаяться, попросить прощения у Бога, восстановить свои отношения, в том числе с супругом, с супругой, и потом вместе посвятить себя друг для друга. Сказать, что я буду жить для тебя в этой сфере. Ты единственный человек, который в этом смысле мне принадлежит, и я хочу только о тебе одной мечтать, я хочу только для одной тебя там всю свою сексуальность отдавать и тому подобное. Все начинается здесь. Например, когда брак строится, да, вот я пришел ко Христу, мне было 18 лет. Уже до 18 лет я там тоже, конечно, ты уже всем рассказала, что я должен о себе рассказывать. Интересные истории. Да, интересная история. Но история, она простая. Это вот обычная история дворового пацана. То есть, чему улица может научить? Да, все тому же самому. Старшие пацаны, которые там показывали, рассказывали, они тебя всему обучили. Ты никогда это не слышал, ну, так как ты не был верующий, ты не ходил в церковь, ты никогда это не слышал от духовных людей, ты никогда это не слышал от родителей, потому что эта тема была табуирована. Она, ну, такая, как бы никто не хочет об этом говорить с детьми. В школе, по большому счету, никто ничего об этом никогда не говорил, не учил, тем более о чистоте, тем более о святости. В те годы, когда я учился в школе, об этом даже речи не шло, потому что это атеистическое общество было. Улица всему научила, понимаешь? И вот эта улица, она извратила твои мозги. Улица тебя побуждала, улица тебя заставляла, старшие показывали пример, младшие начинали подражать. И это все, вот, ну, кто-то там какие-то вещества употреблял, кто-то там что-то напивался как-то, специально для того, чтобы потом заниматься всеразличного рода развратом. И, конечно, ты из этого пришел, ты в этом во всем находился. Это были твои мысли, это были твои уста этим наполнены, твои действия, твои дела были этим наполнены. И мне пришлось просто вот вскрыть каждый мой грех, вот все, что связано с нечистотой сексуальной, все вот вещи, в которые я был вовлечен, в которых я был завязан. Я услышал слово, и я стал понимать, что я не хочу эту ношу носить. Это тот самый рюкзак, который я хочу скинуть, который мне мешает следовать за Христом. В послании евреям написано, чтобы мы всякий запинающий грех, и вот это вот как раз рюкзак, это иго, да, груз, который давит на нас, не дает нам бежать за Христом, чтобы мы его скинули. Я просто пришел, нашел служителей, я все это открыл. И причем были какие-то вещи, например, которые я сразу не мог вспомнить. Ну, то есть они как будто ты забыл их, да. Потом со временем ты начинаешь вспоминать, думаешь, вау, я-то был вовлечен вот в это, и вот эти вот моментики были. И ты просто находил каких-то людей, каких-то служителей, ты открывал им, они за тебя молились. И это был целый процесс освобождения, это был целый процесс каких-то божественных перемен. Я помню, я пришел ко Христу, у меня настолько извращен мозг был, настолько он был осквернен этой всей сексуальной нечистотой, я не мог смотреть на людей противоположного пола, буквально, потому что у тебя начинались фантазии, это все в голове, это буйство красок начиналось. Просто бесовское совершенно. Я не знал, что мне делать. Мне было так стыдно, мне так было неприятно. Я там глаза в пол упирал. А потом, я помню, первый раз за меня помолился один служитель. Он разбивал надо мной или разбивал в моей голове твердыни. Это образ мышления определенный, в котором я находился годами. Это как твердыня, выстроенная уже внутри головы. Это неприступные крепости, это привычки определенные, мыслительные. И он просто разбивал. Мне как будто хоп, полегчало. Я такой думаю, надо же, работает. Я услышал, что нужно Словом Божьим наполнять себя. Что нужно позволить Слову Божьему, живому, чистому, как в воде, очищать твое сердце и преобразовывать твой ум и обновлять твой ум. И я просто позволил Слову Божьему работать со мной. И это был целый процесс. Это не было за один день, это не было по щелчку пальцев, это не было, кто-то там приказал моим мозгам измениться, и они там новые стали. Конечно, классно так молиться, но поверьте, я 32 года верующий, я не видел никогда, чтобы у людей мозги или мышление таким образом менялось. Это целый процесс, и причем процесс, за которым стоит кропотливый труд человека. Пилюли нет, да? Да.
Вот, поэтому все упрется в семью, упрется в родителей. И родители должны подходить ответственно к рождению, воспитанию детей. Например, брак молодые люди решили построить. Вот все, что связано с этим грехом, это важно быть свободным от этого. Важно, во-первых, вступить в брак, не поломав свое собственное будущее, не запятнав свое собственное будущее. Поэтому, если ты пришел ко Христу, ты исповедовал свои, может быть, грехи, которые ты по глупости, по незнанию своему творил, как этот весь мир творит. Ты покаялся в этом. Бог тебя простил, Он тебя очистил. Потом ты начинаешь строить отношения с твоей будущей женой, с твоей невестой. Опять-таки границы должны быть божественные. Должно быть понимание, что есть границы. Вот, например, я встречаюсь с невестой, и у меня есть границы. Я не буду ее там обнимать, целовать, я не буду как-то, вот знаешь, воспалять себя определенным образом так, что потом многие остановиться не могут. И останавливаются уже, когда просто какое-то безумие случилось, и они понимают, что попали в ловушку дьявола, да, и что беда случилась. Вот чтобы беды не случилось, важно везде эти божественные границы иметь. Есть обочина, на которую нам не стоит выезжать. Она разрушит нас, повредит нам. Это те божественные хорошие границы, которые будут двигать нас в здравии, которые будут двигать нас в божественном, не знаю, в божественной руке будут хранить. Поэтому эти границы, молодые люди, в церквях особенно, когда вы с кем-то встречаетесь, не торопитесь там друг друга физически близко узнавать. Потому что многие еще дурью такой заражены, они говорят, ну вот, я там, вдруг у нас там, мы сексуально несовместимые, несопоставимые. Это глупость. На самом деле это глупость, потому что секс это прежде всего любовь, которая проявляется, это как апогей твоих любовных отношений, которые к сексу на самом деле отношения не имеют. Это начинается с твоих отношений с этим человеком. Он тебе нравится с ним время проводить. Ты любишь его даже не за глаза, ты любишь его за его по-настоящему внутренний мир, за его внутреннее какое-то наполнение, которое есть у этого человека. Этот человек тебя вдохновляет, ты с этим человеком чувствуешь себя радостным, счастливым, в безопасности, вы вместе куда-то двигаетесь, вы очень, например, схожи в каких-то вещах, связанных с поклонением Богу. Вот с этого все начинается. Когда этого нет, люди в животных превращаются. Просто совокупились, отвернулись друг от друга, все, там, живут дальше своей жизнью. Это не то, во всяком случае, это не тот секс, который создал Господь на самом деле. Потому что секс это как апогей тех отношений, которые есть у мужчины с женщиной в браке. И это то, что нравится им, и то, что нравится Богу. Важное здесь слово «нравится Богу». Потому что за настоящим, за библейским сексом, там, где соблюдены божественные законы, там нет стыда. Потому что Адам и Ева, помнишь, они же голенькие были в Эдемском саду. И они не стеснялись друг друга, у них не было стыда друг перед другом. Стыд – это всегда что-то незаконное. Стыд – это всегда, когда нарушаются какие-то божественные предписания, божественные законы. Вот там начинается стыд. Такая война сейчас идет за святость. Сейчас часто ты слышишь о том, что надо свою сексуальную сопоставимость. Сопоставимость. Мастурбация это хорошо, особенно дети должны, потому что там какие-то даже медицинские пытаются доводы. Границы, они же потихоньку размываются. Как себя хранить? Вот в потоке, в таком бешеном информационном, в этих войнах, которые сегодня идут за чистоту, как себя хранить в чистоте? Как просто даже чуть-чуть не вляпаться? Ну, знаешь, Давид тоже задавал такой вопрос, как юноше хранить себя в чистоте. И в этом месте Писания он как раз-таки делает упор на то, что с словом, когда ты свои глаза с этого мира, с нечистоты этого мира, ты переводишь на слово. Я людям говорю так, я это просто на практике, на своей собственной, я это знаю, как это работает, что если ты перестаешь наполняться Словом Божьим, если ты перестаешь ежедневно, причем ежедневно наполняться Словом Божьим, если ты перестаешь вот эти границы снова и снова обновлять через Писание, как только ты расслабился, как только твое сердце становится пустым, свободным, то вот эта нечистота, она найдет место, как вклиниться туда. То есть наша ответственность сделать так, чтобы наш духовный храм был постоянно наполнен Божьим присутствием, Божьей славой, Божьим светом и, самое главное, Словом Божьим.
Потому что Слово Божие, только Словом Божьим можно хранить себя от нечистоты. И только Слово Божие, оно обновляет эти границы. Поэтому людям, особенно молодым, я говорю, периодически снова и снова заглядывай, что говорит Писание о сексе. То есть это о незаконном сексе, блуд, прелюбодеяние, нечистота, ну если новый русский там перевод брать, это оргии, извращения. Вот это все можно, похоть та же самая, да, это все можно взять, куда-то выписать и периодически смотреть на эти вещи. Ага. То есть таким образом ты, как будто бы ты обновляешь, ага, вот здесь граница проходит, ага, вот здесь Бог сказал, что вот здесь я буду благословен, а если я переступлю, здесь начинается территория проклятия. Хочу я этого? Нет, не хочу. Поэтому это не мое. То есть вот эти вещи, они держат тебя в страхе Божьем. Когда ты снова и снова позволяешь Слову Божьему приходить в твое сердце, оно и только оно возбуждает внутри тебя настоящий подлинный страх Божий. Ничто другое. Поэтому любой человек, который сегодня озабочен тем, чтобы быть свободным от этого, он прежде всего должен озаботиться тем, чтобы наполнять свою сущность, свою внутренность Словом Божьим. Помнишь эту даже историю, когда ученики не могли изгнать беса, и Иисус им такую интересную историю рассказал про то, как демоны выходят из человека, и он сравнивает это с домом. То есть из дома их выгнали, и этот дом такой чистенький, выметенный, красивый, но никем не заполненный. Даже не то, что мы там иногда говорим, ну там они Христа не приняли. Нет, они христиане, но они с пустыми сердцами. Это сердца, в которых есть доступ для всей этой нечистоты. То есть, когда я полон света, когда я полон Божьего Слова, когда ко мне эта чистота стучится, я говорю, уходи во имя Иисуса Христа, тебе здесь нет места. Например, когда у тебя определенная защита стоит, да, там, на всех твоих гаджетах, эта нечистота стучится, у тебя сам гаджет говорит, это нечистота стучится к тебе. Это со спамом так работает, с мошенниками сейчас так работает. Точно так же можно все эти запреты поставить повсеместно на всех твоих гаджетах, особенно для детей. И это важно, чтобы это везде стояло. Потому что отовсюду это все стучится в нашу жизнь. Ты вроде бы читаешь новости, и потом просто вот начинается там какая-то там тетенька чего-то где-то была в каком-то платье, а это платье вот такое, а посмотри. Посмотрите на голое платье звезд Голливуда. На голое платье звезд Голливуда или там наряды, да, на красной дорожке. И все, и человек потом не понимает, как он ночью в порнографии оказался. Все началось вроде безобидно с платья. Поэтому, когда ты светом наполнен, ты читаешь всю эту ленту, думаешь, какие платья, зачем мне это надо? Ты это либо мимо пролистываешь, если опция есть, чтобы не интересует, ты делаешь, что не интересует, чтобы тебе снова больше интернет не предлагал подобные вещи. Но это целый процесс, это такая борьба, это бодрствование, это когда ты как пограничник, ты ходишь и охраняешь свою границу, и это хорошо. Это называется бодрствовать, это называется быть человеком трезвым, быть человеком бодрствующим, быть человеком, который культивирует страх Божий внутри себя. Сегодня же беда бедовая происходит с церковью, со служителями. Ты только и слышишь какие-то истории, и тебе не хочется их слышать. Они просто, эти истории отовсюду сами кричат. Там один пастор уехал с какой-то там из прославления, другой пастор там с какой-то секретаршей, третий там долгое время с каким-то своим сопастырем отношения крутил, потом развелся с женой, там женился на более молодой. Вот это все как раз-таки про границы. Это про границы. Я помню, когда американцы как-то приезжали много-много лет назад, и они говорили, мужчина, женщина не может оставаться в одной комнате, там, наедине, там, консультировать ее. Мы ржали над этим. Нам казалось, да, это там у вас в Америке эти все проблемы. А потом столько историй просто. Остался консультировать, остался поутешать, остался там просто поддержать, поназидать, поддержать сестру там в ее трудностях. Не делайте никогда так. Если у вас есть люди, которые нуждаются в какой-то поддержке, в консультации, в наставничестве, делайте либо это в публичных местах, при людях, чтобы это было в какой-то там комнате, где есть какие-то другие люди. Либо делайте это с людьми противоположного пола. То есть, например, пусть ваша жена консультирует других женщин. Или пусть какие-то ваши соработники, с которыми вы трудитесь, они консультируют людей другого пола. Это важно, это все границы. Молодые люди, например, когда они там остаются
фильм посмотреть, там, они просто дружат, и они решили там остаться, фильм посмотреть. Этот фильм может очень печально, это не кинокомедия может быть. Этот фильм закончится фильмом ужасов для них. Это все вещи, в которых мы должны сами границы понавыстраивать, где мы не хотим никуда вляпаться. Чтобы прожить, например, там 50 лет со своей женой, 31 год мы живем с женой. Слава Богу, я могу свидетельствовать, что разные там трудные ситуации были в жизни, разные там какие-то искушения были, да, там все мы проходили разные ситуации, но слава Богу, я там никогда не изменял своей жене, и даже в эту сторону никаких мыслей не было. Потому что ты понимаешь, да, огромное количество людей вокруг тебя, красивых, прекрасных, но пусть на них другие мужчины смотрят. Пусть с ними другие мужчины отношения строят. У меня есть моя жена, с которой я буду строить отношения, на которые я буду смотреть. И это вот это единственная Богом законная поляна, на которой я, да, это мой удел, это моя поляна, которую мне надо взращивать, мне там нужно сделать так, чтобы эта поляна расцвела. Это вот моя ответственность. Зачем мне смотреть на огромное количество других женщин? Это вообще не мои женщины. Не мои женщины. Хочется, например, прожить там 40-50 лет вместе, и чтобы этот брак был по-настоящему прекрасной цветущей поляной, а не заросшая сорняками, да, там какими-то зверями, там, которые царствуют на этой поляне. Не-не-не, не хочется вообще. Поэтому, друзья, граница — это слово, которое сохранит многих. И делайте над собой усилия. Многие говорят, у меня нет времени на то, чтобы читать Писание. Если ты находишь время, даже 10 минут в Инстаграме или там в ТикТоке или в каких-то других там соцсетях, там типа ты расслабляешься, ты там что-то смотришь, да, честно говоря, там кроме дичи смотреть-то ничего больше-то и нечего. Да, слава Богу, есть развивающие каналы, слава Богу, есть христианские каналы, слава Богу, люди там могут профессиональный уровень поднимать, там строители смотрят на тех, которые строят красиво, да, там и тому подобное. Вот, но чаще всего какую-то дичь люди листают. И лучше в это время отложить телефон, ну или закрыть, например, Инстаграм, если у тебя Библия в телефоне, начать Библию читать, начать Библию провозглашать, начать какие-то места Писания изучать, начать какие-то вот, прям тематически изучать Писание. Это от этого польза будет. От Инстаграма? По факту. От Инстаграма, ну, тоже есть какая-то польза. Наверное. Наверное. Если ты великий инфлюенсер. Да. У меня просто нет Инстаграма, я не пользуюсь им. Был когда-то, я понял, что он пытается подворовывать мое время. Я просто для себя решил, что вот эти вот вещи я вырезал из своей жизни. У меня нет игр, у меня нет соцсетей. Я не то, что я там какой-то зашкеренный человек. Пещерный Да, человек. я не пещерный человек, у меня огромное количество общения с разными людьми, но я понимаю, есть вещи, которые крадут у тебя самый драгоценный ресурс, существующий в твоей жизни, это время, который уже ничем не восполнить. Я это время стараюсь с пользой проводить, которое раньше я проводил в соцсетях. Мы же начали с ужасающей статистики о том, что, например, порнографический материал — это 30-35% Это всего интернет-трафика. не мог поверить, когда я читал тоже эту статистику, тоже что сегодня. треть всего интернета работает на порнографию. То есть треть потока, треть трафика всего в интернете — это порнография. Причем есть некоторые даже исследования, которые говорят, например, что это не порноматериал, а это, например, сцены там изнасилования. Им пришлось удалить, потому что это не постановочное было. Мы читаем Слово Божье. Блуд — это секс вне брака, Да, это прелюбодеяние — добрачное это отношение. измены, Да. еще оргии. Нет. А вот все, что с порнографией, с мастурбацией, анонизмом, очень странные, слышала я, мнения о том, что люди говорят, ну я же не грешу против кого-то, я не грешу вообще, я вообще ничего не делаю, я просто свою сексуальную энергию выплескиваю, я наоборот себя спасаю от того, чтобы вот как-то грешить там. Что Слово Божие говорит по поводу порнографии и по поводу мастурбации, анонизма? Но интересно, в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 5-6 главе, там встречается, причем в разных переводах по-разному это переведено. В одном это малакии, то есть это люди, которые связаны с гомосексуализмом, а в другом это люди, которые связаны с рукоблудием. То есть это слово переводится и как рукоблудники иногда, и в разных переводах по-разному. Я думаю, может быть, мы спустимся туда. И там апостол Павел говорит, такие люди Царство Божие не наследуют.
То есть это он к христианам послание обращает. И интересно, что вот Каримская церковь, это была уникальная церковь в плане. Это была церковь, которая основана на месте поклонения богине плодородия. Ага. И это поклонение всегда было связано с тем, что подростки, мужчины, там с 14 лет, если я не ошибаюсь, они шли в храм 2 раза в год. И они приносили жертвы. Каким образом? Они совокуплялись с этими храмовыми жрицами, с блудницами, которые там работали. И они таким образом приносили жертву. Этот город, он был просто в похоти перевязан, повязан. И я так понимаю, что вообще, читая, сколько раз апостол Павел обращается к этой церкви вот в эту тему, да, или об этой теме он говорит. И ты понимаешь, что эта церковь была просто заражена этим грехом. Там он говорит и про оргии, про разного рода извращения, про гомосексуализм, про там один человек, он там вообще спал с мачехой со своей, да. То есть это все было на постоянной основе в людях, которые вышли из мира. Оно же никуда не девается, люди приходят из мира. Если ты с этим ничего не делаешь, ты это не исповедуешь, ты с этим не воюешь, не борешься, оно никуда не девается. Это становится частью уже церкви. И это все там проявлялось. Поэтому он там очень жестко, например, говорил, что люди вот так себя ведущие, прелюбодеи, гомосексуалисты, и в том числе вот про мастурбацию, да, вот это все, он говорит, это те люди, которые Царство Божие не наследуют, если они, называясь братом, остаются в этом грехе. Если они с этим ничего не делают, если они продолжают в этом пребывать, продолжают в этом жить. Возвращаясь к канонизму, Иисус говорит, Евангелие от Матфея, вы слышали, что было сказано, не нарушай супружескую верность. И он дальше продолжает, я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, когда человек мастурбирует, когда человек, он имеет вот эти бесконечные образы в голове, это все... Это уже не просто смотрит, это уже последствия того, что он насмотрелся. Это всегда будет выплескиваться, это будет вытекать. Именно вот вся эта порнография, она будет таким образом вытекать. Поэтому мастурбация сама по себе, она не существует. Она как листочек, который вырос на определенном деревце. Да. А это деревце глубоко корнями там, в похоть, в порнографию, туда она уйдет. Человек сначала возжигает себя всей этой нечистотой, наполняется. И все эти мысли бесконечные, все эти фантазии бесконечные, они приводят его уже к мастурбации. Я слышал разные истории про разных людей. И, как вот Дерек Принц говорит, это чаще всего бывает очень тоже такой цепкий дух за этим стоит. Люди попадают, например, в этот анонизм, мастурбацию, они начинают это как игра, да, у них в жизни все начинается, а потом они в браке продолжают этим заниматься, потому что это безудержная такая страсть в жизни человека, над которой он власти не имеет. И фактически это там реально демон, который уже имеет власть над человеком. Он над ним издевается фактически, превращает в ад его жизнь, жизнь окружающих людей. И это печально. Когда люди играют сексуальными грехами, кто-то оправдывает то, что живет вне брака. Я вам могу сказать, Иисус пришел к женщине, в Евангелии от Иоанна, не ошибаюсь, если 4 глава, пришел к женщине и говорит, женщина, мужа своего позови, мы будем разговаривать с вами о вечных вещах, о ваших душах. Она говорит, нет у меня мужа. Она поняла, кто перед ней находится. И он говорит, правильно ты сказала, мужчина, с которым ты сейчас живешь, и не муж тебе вовсе. Тогда уже этот гражданский брак, это не нововведение 21 века. Тогда уже люди жили вот так вот, как перчатки меняли своих партнеров. С кем-то пожил, что-то не понравилось, вещи собрал или там сказал, вещи забирай, пошел отсюда. Все, расстались. На следующий день уже там другой сидит в этом кресле. Понимаешь? И это норма для огромного количества людей. Но когда ты приходишь к Богу, знай одно, что для Бога это не норма, для Бога это мерзость. Если ты таким образом поступаешь, ты опять-таки, я снова говорю, ты за эту обочину или на обочину вылетаешь, рано или поздно разобьешься. Беда придет. Не надо играть вот с важными вещами в нашей жизни. Сексуальность — это очень важная вещь. Как я распоряжаюсь этой сексуальностью? Держу ли я ее в рамках, в границах божественных? Или я позволяю просто своей какой-то необузданности вот, расплескивать эту сексуальность налево-направо? От этого будет зависеть, на стороне Божьих благословений я нахожусь
или я вышел за пределы этих Божьих благословений, на стороне проклятия нахожусь. Такая вот вещь, которую тоже слышала я. Некоторые люди говорят, ну Бог не особо регламентирует отношения в браке. Как иметь правильные границы? То есть понимать, что ты не переходишь... Что дозволено в сексе, Да, что нет. что можно, что нельзя. Кто-то говорит, что предохраняться это грех, кто-то говорит, что то грех, все грех. Где в Библии вообще вот этот вопрос похоти или вот сексуальной чистоты, он регламентируется? Ну, конечно же, вот здесь, например, если мы посмотрим на Писание, да, мы сразу одну вещь отобразим, что, например, это, во-первых, отношения сразу. Мгм. Это отношения между людьми, которые зарегистрированы в браке. Первое. Второе. Это отношения между двумя людьми. Там не может быть третьего, потому что я слышал истории, даже христианские типа истории, когда там кого-то третьего пытались вовлечь в это. Потом там не должно быть никакого насилия, никакого принуждения ни к чему, что для человека считается неестественным. Поэтому, например, когда люди говорят, что там у меня сексуальные отношения, там муж или жена принуждает к чему-то, это неправильно, так не должно быть. Потому что это отношения любви. И это отношения, когда мужчина и женщина, они для себя решают, что для них приемлемо. Понимаешь, я изучал эту тему, потому что приходили люди и говорили, а вот как к этому относиться, как вот этому относиться. Конечно, можно сказать, например, что вот эти вот вещи неестественны, потому что они, например, там какие-то органы, они для других вещей, да, там должны функционировать. И это ненормально, неестественно. Но этот человек должен... Я думаю, человек разумный, он должен это понимать. То есть люди, они должны для себя решить, что, может быть, это похоть как раз-таки, может быть, это какие-то вещи, которыми мои мозги заражены, да, мои мозги извращены, я насмотрелся, для меня это какая-то норма, но это те вещи, которые, например, моему партнеру совершенно просто неприятны, противные, мерзкие, и когда вот начинается вот это вот один другого принуждает, заставляет, говорит, а такое-то сказала, вот этот сказала, вот так-то. Нет, это неправильно. На самом деле, например, все вот гомосексуальные виды отношений однозначно регламентированы. То есть это однозначно всегда это попадало под грех. Я понимаю, есть другая крайность, когда религия наложила огромное количество ограничений. Как можно и все. И там просто один способ какой-то, да, там, ну, люди должны для себя решить, например, не хотелось бы мне туда углубляться, я все-таки не сексолог, но, например, там вот это даже называется в мире миссионерская там позиция, да, то есть это чисто вот как раз-таки ограничение, которое было наложено, я думаю, христианской католической церковью в свое время, что можно заниматься сексом только вот так. Но кому-то удобнее, может быть, по-другому это делать. И тут люди должны для себя какие-то удобные формы находить и радоваться от этого. Когда мы говорим про контрацепцию, я просто, понимаешь, я не хочу во все эти вещи вдаряться, углубляться. Я просто хочу сказать, что есть границы, которые не стоит пересекать. Есть границы, которые не стоит перепрыгивать. Например, сексологи какие-то есть, которые, вот как ты сказала, которые говорят, что так необходимо, чтобы там половая система хорошо функционировала, нужно заниматься там тем, всем, там на стороне какими-то вещами. Таких людей даже не слушайте. Это люди сами с извращенным умом. Да. Но есть, я уверен, существуют хорошие христианские сексологи, которые объясняют суть секса, которые объясняют какие-то хорошие вот стороны о том, как добиться, например, качественного секса. Слушайте таких сексологов. Я не специалист в этом плане, я не буду в эту тему вдаваться. Но одну вещь, вот то, что ты затронула еще, предохраняться, не предохраняться. Гигантский срез церкви сегодня считает, что предохраняться это грех. Но на самом деле мы должны понимать, что существует такой закон сеяния и жатвы. И если хорошая поляна, если хорошее поле, все, что ты посеешь туда, оно обязательно вырастет. Поэтому ты для себя должен решить, сколько и чего ты хочешь посеять свою жену, и сколько ты хочешь вырастить. И люди должны на берегу, лучше всего там в начале брака, лучше всего до заключения брака, решить для себя, сколько детей они хотят. И планировать это.
Не надо это делать так, как это было раньше. Бездумно. Люди просто занимались сексом до такого состояния, что каждая новая беременность, там, 4-я, 5-я, 6-я, для женщины это как проклятие уже. Она изношена, она измучена этой бесконечной вот этим состоянием беременности. Ну, не надо издеваться над женщинами. Запланируйте, сколько вы хотите детей. Какое количество детей вы для себя решаете приемлемым. И плодитесь, размножайтесь до приемлемого уровня. И потом дайте этим детям хорошее воспитание, обучите их каким-то правильным божественным вещам. Не так, чтобы, например, старшие воспитывали младших, а ты там занят очередной беременностью. Или у тебя там такой уже поток детей, ты уже не помнишь, где кого как зовут, и ты не знаешь, да ладно, кто в каком классе, это постоянно меняется статистика. Ты просто не знаешь вообще даже, где твои дети, чем они заняты. И это, конечно, это бесконтрольность, она опять-таки вот здесь начинается. В том числе. Некоторые говорят, большие семьи, там, вот нас было там 10-12 человек, у нас там была счастливая семья. Чаще всего счастливыми были младшие, а вот старшие, они были постоянно нагружены воспитанием младших. Чужих детей. Да-да-да, они чужих детей по факту воспитывали. Родители, воспитывайте своих детей сами. Не перекладывайте на старших детей воспитание младших детей. Поэтому планируйте, сколько вы хотите завести детей, сколько вы хотите иметь детей. В этом нет греха вообще. Просто вы понимаете суть или закон сеяния и жатвы. Пока ты в свою здоровую жену будешь сеять семечко, оно будет приносить плод. Да, оно будет превращаться в божественное чудо под названием ребенок. У меня 4 детей. Если у тебя 8 детей, и это счастливые люди, они все во Христе. Я просто счастлив и рад за тебя. Пусть тебя Бог благословит. Вот. Но мы для себя запланировали своих детей. Мы понимаем, что нам нужно вложиться в них. Мы понимаем, что нам нужно сделать все для того, чтобы они и следующее поколение, они следовали за Христом. Мы будем самыми счастливыми родителями, которые уйдут на небо, зная, что наши дети, не то, что они там при деньгах, при машине, при правильном муже, зная, что наши дети следуют за Христом. Мы будем самые счастливые родители. А это большой труд. Я вам могу сказать, церковь, любая церковь, большая, маленькая, в большом городе, в маленьком городе, она столкнется обязательно с этим вызовом, который сегодня существует. И это вызов, который бросает нам этот мир. Это нечистота, которая становится частью общества, и это становится нормой. Нормой становится иметь несколько жен, нормой становится бесконечно разводиться, выходить замуж, жениться, причем делать это с неверующими людьми. Мы категорически вообще против этого. Это для нас всегда граница, прям самая пограничная граница. Вызовы сегодня со стороны гомосексуализма будут происходить. То есть это все будет приходить постепенно в общество, это станет нормой для общества. И церковь должна быть способна как-то реагировать на этот вызов. А как мы можем реагировать? Когда мы сами храним свои сердца. Когда мы сами стремимся к свету Божьему, к чистоте Божией. И мы делаем все для того, чтобы церковь Христова, она отображала святость самого Бога. Чтобы люди, когда они приходят в церковь, они соприкасались со святостью, и им было неуютно и дискомфортно оставаться жить в том грехе, с которым они пришли. Это вызовы, перед которыми стоит сегодня церковь. Пусть вас Бог благословит для того, чтобы побеждать, для того, чтобы видеть, как вместе со Христом вы приобретаете новых людей, новые души, и помогаете людям по-настоящему освобождаться от этой заразы, которая, от сексуальной заразы в любых ее проявлениях. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, вы можете оставить их в комментариях. Мы ответим на них, наверное, в комментариях уже. Если это какой-то очень личный вопрос, у нас есть почта, вы можете написать нам на почту. Храните себя в святости, будьте благословенны. До скорой встречи. Пока.